Может, кто-то и скажет, что тарифы на услуги ЖКХ растут как на дрожжах, однако это не чья-то личная инициатива, по мнению органов власти, вполне объективно складывающаяся тенденция. Свое дело сделали инфляция и повышение цен на закупаемые организациями товары. Поэтому рост тарифов на услуги ЖКХ во втором полугодии в среднем по стране составит около 8%. Ограничения установлены на основании распоряжения главы Чеченской Республики номер 133 РГ, в соответствии с которым максимально допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году составляет 8,4%. Однако на многие коммунальные услуги рост оказался ниже. Как итог, жители уже с 1 июля за теплоснабжение будут платить, например, на 2% больше, за электроэнергию чуть больше, на 4%. Плата жителей Чечни за водоснабжение и водоотведение также вырастет на 6%. За газоснабжение тоже придется раскошелиться. Государственный комитет по тарифам и ценам Чеченской Республики с 1 июля 2014 года установил розничную цену на сетевой газ, реализуемый ЗАО «Газпром Межрегионгаз» Грозный населению 3032 рубля 22 копейки за 1000 кубических метров. Со второго полугодия 2015 года цена на газ будет составлять 3260 рублей за 1000 кубических метров. До 1 июля 2014 года цена, реализуемая населению, была 2910 рублей. Как говорят эксперты, ни одна цифра не берется из воздуха. Все вполне закономерно. Рост тарифов каждой конкретной организации складывается из расходов на деятельность по оказанию услуг. Туда входит, например, и покупка сырья, ГСМ, амортизации, даже заработная плата сотрудников. Уже пришло письмо с комитета цен и тарифов с теплосети. Но так как отопительный сезон уже прошел, эти начисления, там тариф примерно на 10%, чтобы так понятнее было, повысились. Эти начисления мы произведем с октября месяца отопительного сезона. А с марта месяца еще у нас повышение на норматив воды. Это, то есть, у кого нету приборов учета на воду, они будут платить на 10% выше. Ответом государства на вполне объяснимое возмущение граждан сегодня служат принимаемые меры. Если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, то такая семья имеет право на субсидию. И еще правительство также берет на себя возмещение расходов организаций. Ведь, по мнению экспертов, цена на многие услуги складывается ниже экономически обоснованных тарифов. Алевтина Бенедикова, Султан Умаров, Мурат Альбукаев и Зелим Закаев. Новости.